Памятник погибшим бойцам 2-го мотострелкового батальона групп «Эвкалипт», «Град» и «Беркут» был сооружен в 2008 году на средства ветеранов, которые таким образом увековечили память 82 боевых товарищей. Со временем памятник стал разрушаться, понадобилась серьезная реконструкция. Ветераны обратились за помощью к руководству страны. И вот в день 25-летия со дня мартовской операции обновленный памятник был торжественно открыт. Только из 2-го мотострелкового батальона погибло 46 человек. 26 из них были из села Бзып. Людмила Тарба была на тот момент заместителем командира батальона. Март был очень холодный. Очень трудно было с этой речкой, с переходами. В нашем батальоне погибло 46. Из них многие пропали без вести. До сих пор есть люди, которые не нашлись. Некоторых нашли, слава богу, перезахоронили. Это уже 4-5 человек перезахоронили. Мы представляем 2-й батальон. Бзыпцы мы все с одного села. В мартовском наступлении погибло более 26 жителей села Бзып. Мартовское наступление послужило поворотом для дальнейшей победы абхазского народа. И сегодня, находясь на этом для нас святое это место, вспоминаем своих боевых друзей, чтим мы их и хотим, чтобы процветала наша страна. Не напрасно они погибли. Сегодня у нас страна свободная, независимая. Прошло 25 лет, но воспоминания ветеранов все так же свежи. В списке погибших на мемориальной плите имя девушки, медсестры Ирины Гацеридзе, которая до последнего спасала раненых бойцов. С нами была Ирина, гагарская девочка. Мы должны были идти с нашим батальоном. Харахандукула, раненые появились. Им пришлось нам остаться, она с ребятами пошла. Все вот это вот прошла, и вот здесь в этом зеленом доме с нашими ребятами последнюю рубашку порвала и завязывала их. Это героизм большой. Если мы не скажем, кто скажет. Командир взвода разведки Лаврентий Чакмач вспоминает, как ему удалось тогда подбить вражеский танк и подорвать дзот, в котором находились грузинские пулеметчики. Наши ребята вот как бы лежат в речке и дзот. У меня, я себе, как у Шварценеггера, пошил эти. Здесь 2 гранаты было. Вытащил одну гранату, обошел дом и прям подошел к дзоту, в дзот туда. А там наши, видно, тоже покидали, и как такие взрывы, я только успел, как говорится, убежать, меня в плечо ранило, весь в горло, так, легкие там. В семье Аксента Зантария воевали 3 сыновей – Даур, Тимур и Астамур. Тимур – инвалид 1-й группы, а имя Астамура золотыми буквами в списке погибших. Несмотря на преклонный возраст, сегодня Аксент и Дарико Зантария здесь, рядом с боевыми друзьями своих сыновей. Дни мартовского наступления 1993 года навсегда останутся в истории Абхазии как самые трагичные. За несколько дней неудавшейся операции погибло огромное количество бойцов, но это наступление стало большим уроком, благодаря которому были исправлены ошибки и в дальнейшем удалось одолеть врага. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.